От вакцинации не сбежит даже самый упрямый барашек. Ибрагим Барахоев занялся фермерством 5 лет назад. Здесь и крупный, и мелкорогатый скот. Мужчина знает, чем грозит отказ от сезонных прививок. В начале своей практики ведения хозяйства он потерял 7 ягнят. Ну, вакцину для чего-то хандать, мягкий тихо чего-то. Санюка аз эсти хадж мягкий ахлуру уже тише мягкий это луру санди, он может тигеш, он дагу луч сансани мягкий тихо, мягкий тихо чего-то хады, он бен тимогуш хан дабиан хам хандать. Вакцинация – это единственная защита от оспы, заявляют ветеринары. Даже если животное переболеет острой инфекцией, оно может передать болезнь здоровым овечкам и барашкам. Процедура занимает не больше 5 минут и к тому же бесплатная. Нужно лишь обратиться в ветеринарную службу. Осенне-весенний период – лучшее время, чтобы привить животное. Вспышки оспы фиксируют именно в период высокой сырости. В таких условиях иммунная система у скота ослабленная. Передается оспа очень легко, говорят специалисты. Здоровые животные заражаются от больных особей и даже от тех, что находятся в инкубационном периоде. А еще через людей предметы ухода. У больного животного вокруг рта и глаз появляются припухлости и гнойные выделения. Также будет видна сыпь. Оспенной болезни подвержены животные любого возраста, но профилактическую прививку делают лишь с 3 месяцев, а вот вынужденную без ограничений. Хоть процент смертности от оспы невысок, но сама болезнь наносит огромный ущерб фермерам. Если животное заболело, то нужно предпринять меры. Это убой, то есть животное забивается, мясо не употребляется в пищу. Вот, для предотвращения возникновения заболевания в первую очередь нужно соблюдать определенные ветеринарные правила. Это не завозить в благополучное хозяйство животных без определенных сопроводительных документов, которые подтверждают благополучие района, из которых завозятся уже животные. Наш регион считается одним из благополучных. За последние несколько лет в Ингушетии не было зарегистрировано вспышки оспы, говорят специалисты. За месяц с начала прививочной кампании провакцинировано больше 8 тысяч голов мелкорогатого скота. Я как представитель Россельхознадзора, госинспектор, осуществляю общий надзор осуществляю над проведением профилактических мероприятий. Ежегодно составляется профилактический план профилактических мероприятий по обработке сельхозживотного. Там берется кровь, вакцинация, исследуется кровь на туберкулез, на бруцеллез, на разные болезни. После прививки у животных вырабатывается устойчивый иммунитет и действует в течение всего года. При первых же признаках заболевания у животных нужно сразу обращаться в ветеринарную службу. На территории, где зарегистрируют вспышку смертельной оспы у мелкорогатого скота, в течение 3 лет сохраняется угроза повторного возникновения болезни. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.